Здравствуйте, уважаемые телезрители! На ваших экранах очередной выпуск еженедельного спортивного обозрения «Тайм-аут», которое представляет вам Управление физической культуры и спорта Лабинской районной администрации, администрация Лабинского городского поселения. С вами ведущий Юрий Рябовов. 3 ноября в спортивном комплексе «Олимп» проходил турнир между командами юношей и девушек по гандболу, посвященный Дню города. Пусть вас не смущает то, что День города прошел, а еще идут соревнования, просто в силу ряда причин соревнования пришлось немножко отложить. И вот мальчики и девочки собрались в спортивном комплексе «Олимп» для того, чтобы выявить сильнейших. Участвовало 6 команд, около 100 участников. И вот в результате этого турнира у девушек победила команда станицы Владимировской, тренер Челягян Михаил Васильевич. Второе место и третье заняли две команды Лабинска, которые тренирует Кожарин Борис Александрович. У юношей также первенствовала команда станицы Владимировской. Кстати, надо сказать, что традиции гандбола в станице Владимировской именно опираются на Михаила Васильевича Челягяна, который занимается с детьми очень продуктивно. Ну и второе и третье место также первая и вторая команды города Лабинска. А лучшими игроками турнира были признаны Проценко Юлия из Лабинска и Батраков Владимир, станица Владимировской. Команды, занявшие призовые места и лучшие игроки, были награждены грамотами, представленными администрацией Лабинского городского поселения. Баскетбол. Там же в спортивном комплексе «Олимп» прошли соревнования по баскетболу, также посвященные Дню города. Турнир проходил 31 октября, в нем приняли участие 8 команд. Это тоже около 100 участников. Турнир был очень такой, с хорошей географией. Приехали команды из поселка Мостовского, городов Белореченск, Кропоткин. И вот в результате соревнований у девушек первое место заняла команда города Лабинска, тренеры Рыбалкина Елена и Кешишев Петр. Второе место у Кропоткина, третье место у Белореченска. В юношеском турнире первенствовала команда Белореченска. Второе место у команды Кропоткина, где очень сильны баскетбольные традиции. И третье место заняла команда нашего города, которую тренирует Конов Альберт Аскарбеевич. Были признаны в каждой команде лучшие игроки турнира. В командах нашего города лучшими игроками были признаны Крылова Дарья, Федянина Юлия и Бычков Игорь. Команды, которые заняли призовые места, были награждены грамотами, а лучшие игроки были награждены грамотами и призами. И еще о баскетболе, но о другой его разновидности, стритбол. На городской площади 4 ноября, в день народного единства, проходил турнир по стритболу среди юношей и девушек 2000 года рождения и моложе. Собрались 9 команд, 5 команд девочек, 4 команды мальчиков, более 40 участников. Названия такие претенциозные были и «Медведи», и «Гидра», и «Адидас», и «Найк» лучшие. И вот в результате этого турнира у девушек первенствовала команда «Лучшие». Все-таки название соответствовало игре девчонок. Второе место у команды «Мечта». Эти обе команды тренируют Кешишев Петр Тарасович. Третье место у команды «Найк», тренер Рыбалкина Елена. У юношей первенствовала команда «Гидра». Второе место заняла команда «Вулкан». Обе эти команды тренируются у Конова Альберта. Третье место заняла команда «Адидас», тренер Кириленко Григорий Владимирович. Команды, занявшие призовые места, были награждены грамотами, а все участники турнира сладкими призами, которые им очень и очень понравились. И еще 3 ноября в спорткомплексе «Олимп» состоялись соревнования по настольному теннису и шахматам среди коллективов физкультуры и спорта сельских поселений в зачет 11-й спартакиады сельских коллективов Лабинского района. В соревнованиях по настольному теннису приняли участие сельские поселения из Чамлыка, Упорная, Первая Синюха, Владимировская, Каладжинская, Сладкий, поселок Красный, станица Вознесенская. И вот в итоге упорной борьбы первое место заняла команда Каладжинского сельского поселения, в которой лидирует, ведет ее всегда вперед Кретова Ирина. А также играли Старков Иван и Оглы Александр, инструктор по спорту Румянцев Александр. Второе место у команды Упорнинского сельского поселения, инструктор Гребеев Николай. Третье место у команды Сладковского сельского поселения, инструктор Улейская Марина. Очень напряженно проходили соревнования по шахматам. В этом турнире сошлись и стар, и млад, ведь
этой игре покорны все возрасты. Все-таки гимнастика ума, как раньше называли шахматы, ее никто не отменял, и всем хочется показать себя как можно более сильным и умным. Так вот, борьба шла очень долго, где-то практически до половины 4-го дня, и в результате из 7 команд, которые были разбиты на 2 группы, первое место заняла команда Сладковского сельского поселения, за которую выступали Доценко Виктор Александрович, Белкин Виктор Николаевич, Чабанян Эмма Гарниковна, инструктор по спорту Леська Марина. Второе место у команды Вознесенского сельского поселения, за которую выступали Анахин Николай Иванович, Буляев Олег Александрович и Газарян Ксения, инструктор по спорту Пшеничный Олег. Третье место у команды Упорнинского сельского поселения, за которую играли Акимов Владимир, Сокович и Бегунов, инструктор Гербеев Николай. Кстати, надо сказать, что эти 2 вида в 11-й спартакиаде сельских коллективов Лабинского района, так вот, эти 2 вида были, ну, можно сказать, предпоследними. Остался один вид — бадминтон, и уже вырисовывается такая картина, ведь команды сельских поселений отчаянно борются за первенство в этом почти годичном марафоне спортивном. Так вот, положение команд перед последним видом спартакиадным таково. Владимировское сельское поселение лидирует, у них 204 очка. 12 очков проигрывает им Вознесенское сельское поселение, которое находится на 2-м месте, и 192 набранных очка. Ну, здесь специальная таблица результатов, система подсчета. На 3-м месте поселок Красный, 175,5 очков. На 4-м месте Засовское, 132 очка. И на 5-м Упорнинское сельское поселение, 130,5 очков. Так что 5 практически определилась. А вот победители, ну, кто его знает. Вознесенская, конечно, будет бороться с Владимировской за 1-е место. Ну, что получится, покажет последний спартакиадный вид. Ну, на сегодня это все. Вы смотрели очередной выпуск еженедельного спортивного обозрения «Тайм-аут», которое представляет вам Управление физической культуры и спорта Лабинской районной администрации, администрация Лабинского городского поселения. С вами был ведущий Юрий Рябовов. Всего вам доброго, до свидания и не забывайте заниматься спортом.